Каждый новый день куда-то идем, что-то ищем, удовлетворение, насыщение своего чрева. И чрево может быть и то, что жаждет чего-либо в жизни, не обязательно еды. Постоянно что-то жаждем, как будто нет достатка. За этой погоней, жаждой, насыщения чем-либо, чем угодно, в делах, во взаимодействии с людьми, в страстях, имениях. В этой погоне забываем о том, что здесь, о том, что есть прямо сейчас. Не направляем внимание в себя, не направляем внимание в сердце, не слышим себя и сердце, а постоянно где-то вовне. Внимание всегда где-то в прошлом или в будущем, в уме, в целях, в стремлениях. И забываем близких, забываем то, что нам Бог дал сейчас, вокруг. Клянись. Забываем ценить, благодарить тех, кто рядом. И вообще все благодарить, что происходит сейчас. Благодарить за эту возможность, что есть. Постоянно есть какая-то возможность. И как проснуться? В беготне. Как вернуться к Богу? В ненависти, агрессии, реакциях, срывах. Как добавить осознанность, чтобы исцелиться? Как проснуться? Нужно опустеть, опустошиться полностью. И оставить только одно. Свет в самом центре. Для этого необходимо потерять себя, свою отдельность от Бога. Пожалуйста, доверься мне, и я приведу тебя
Это единственное, что тебе поможет. Возьми за руку и иди. Чтобы взять за руку, нужно осознать полностью реальность. Только тогда я приведу тебя, когда ты есть сознание, вечность. Только так ты сможешь остальное неправда. Все верования в уме всего лишь идея о чем-либо, но не истина. Истина – это опыт. Опыт. Прямо сейчас. Опыт. Попробуй осознать реальность. Которая ты и есть. Сердце. И больше ничего. На чем показывают фильм? На чем видится фильм? На мне. Но не затрагивает меня. Увидь экран. Так очистишься. От отпечатков, которые внутри.
за многое время были оставлены отпечатки. И сейчас эти отпечатки кармы являются тенденцией к чему-то. Привязанности, алчности. Другие пороки являются отпечатками в теле, тенденциями к чему-либо из прошлого. Но во мне их нет. Как только осознается экран, начинается очищение. Если экран осознается постоянно и внимание направлено постоянно на экран и возвращается в экран вне сна, то тело освещается, очищается. И все эти программы, а программы — это почти все содержимое ума, эмоции, восприятие, желание. И все вредящие программы, а все программы исходят из эго, начинают очищаться и освещаться Богом с растворением эго, включая физически. Поэтому пробуждение несет полную трансформацию твоего сознания, восприятия, тела, жизни в сторону любви, даяния, любви, служения, милости, любви, которой ты являешься, которой ты и есть прямо сейчас. Поэтому, когда мы даем, мы получаем. А любовь умеет только давать. Ей не нужно ничего. И любовь не оставляет следов. Ведь сердце не умеет причинять вред. И нет путей. Все уже сейчас. Ты всегда просветлен. Ты всегда просветлен.
всегда просветлен. И ничего нет. И никогда не происходило. Не происходит. Исцеляйся. Соединяйся с собой прямо сейчас. Откройся мне своим сердцем. Распахни его. Выйди из недоверия. Постоянного думания. Все уже хорошо. Прямо сейчас. Все на своем месте. Ты там, где ты должен быть. Доверься. Все хорошо. Не переживай. Выход всегда есть. Выход в сердце. Выход — это осознанность. Осознай экран и доверься всему, как есть, всему, что происходит. Тебе необходимо довериться мне. Перестать бороться с самим бытием, сопротивляться, быть недовольным. Тебе необходимо увидеть меня во всем сейчас и доверять мне постоянно. Пока ты увлечен чем-либо, ты не видишь меня. Хватит искать вовне. Найди тут и останься. Не спеши. Покой. Тишина. Успокой ум. Расслабься. Отдохни. Дай себе отдых.
Не переживай. Не торопись. В этом внутреннем покое, тишине четкости. В центре, вне дуальности, вне всего видимого, ты обретешь все, что ищешь. Поэтому сначала будь, а потом предпринимай какие-то действия, стремления, исправления. Сначала убери беспокойство и шум. Центрируйся. Отпусти все.